Мы сегодня поговорим про дни узбекской культуры, и в том числе и про туризм с Камилом Рашидовым. Он чрезвычайный посол Республики Узбекистан в нашей стране. Спасибо, господин посол, что уделили нам время и нашли минутку-другую прийти к нам этим утром. Спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, ну вот грядут дни узбекской культуры здесь у нас в Кыргызстане. Скажите, это первый или такой опыт, или уже до этого проводились дни узбекской культуры? Во-первых, доброе утро. Я хотел бы поприветствовать всех телезрителей телекомпании НТС, пожелать всех всяческих успехов и доброго утра еще раз. Во-первых, Дни культуры у нас раньше проводились, но очень давно. Но сейчас вот по итогам межправительственной комиссии, которая проводилась с участием премьер-министров Республики Узбекистан в августе и премьер-министра Кыргызской Республики, тогда было решено провести Дни культуры Узбекистана в 2017 году в Кыргызской Республике и в 2018 году в Узбекистане. Значит, эти все мероприятия, они идут по случаю нашей независимости, установления дипломатических отношений. И очень замечательно, что в рамках государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызстан была вот такая вот еще раз такая подчеркнутая договоренность провести Дни культуры Узбекистана в Кыргызстане, пригласить большой такой творческий коллектив артистов, искусствоведов, чтобы они продемонстрировали узбекскую национальную культуру. Конечно, там разнообразная программа. Мы ожидаем большую делегацию во главе Министерства культуры Узбекистана. И надеемся, что эти дни оставят хорошее впечатление для всех кыргызстанцев. Ну, надо заметить, что 2017 год – это такая вот некая точка нового отсчета наших взаимоотношений, да, соседей. И ну, кто-то скажет, что несколько лет было некое похолодание, да, среди взаимоотношений наших стран. А вот скажите, пожалуйста, было ли это ощутимо в культурном взаимообмене? Или наши народы, тем не менее, были сплочены вот в рамках культурных каких-то? Ну, я вам бы сказал, что, может быть, какой-то был в культурном диалоге, культурный диалог у нас никогда не останавливался. Это, во-первых. Во-вторых, вот в этом году у нас проводился очередной музыкальный фестиваль «Мелодия Востока» или на узбекском «Шарх Тарналары» под эгидой ЮНЕСКО. И представители кыргызской делегации, они заняли очень достойное место. И вот это вот уже 12-е у нас проводится. И каждый год делегация Кыргызстана принимала участие. Фольклорная группа, современный коллектив, представители эстрады, они тоже принимали участие, и культурный диалог никогда не останавливался. Во-первых, но в этом году в этом году произошло просто активизация этих у нас наших контактов культурных, в плане того, что и в приграничных областях тоже произошли очень большие мероприятия. У нас были гастроли Ташкентского театра Мукимии. Значит, ряд артистов приезжали со своими концертными программами. И замечательно, что Ошский драмтеатр имени Бабура тоже съездил в Узбекистан, значит, тоже там показал свои спектакли. И вот недавно только завершилась у вас 6-й международный фестиваль театров «Арт-Ордо». Вот, на этом фестивале тоже Ташкентский театр имени Мукими представил такой очень хороший злободневный спектакль, значит, «Гора в душе», этот спектакль был посвящен предотвращению экстремизма и воспитанием наших детей, молодежи. Ну, то есть диалог культур, он, в принципе, не прекращался. Не прекращался. Что очень радует. Да. Вот мы говорили про искусство, про различные фестивали, но я знаю, что есть некоторые положительные моменты, позитивные, да, еще и в сфере туризма. Расскажите немного об этом. Ну, во-первых,
любой иностранный турист, который приезжает в Узбекистан, он обязательно, увидев Узбекистан, планирует поехать в Кыргызстан. И таким же образом любой иностранец, который приезжает в Кыргызстан, он обязательно посещает Узбекистан. В этом плане мы друг друга дополняем. У нас, у наших стран очень богатая историческая, природная культура, где туристы могут завидовать многому и увидеть очень такое, и оставить у себя, даже я могу сказать, вот в этом году были поляки, и они рассказывали, что они съездили по южному берегу Иссык-Куля, были гостями, и там жители, когда принимали, они сказали, у нас поляки первый раз. Вот. И я могу это еще подтвердить и другими фактами. И у нас сейчас туристическое ведомство, между туристическими ведомствами у нас идет очень активный диалог. Наши представители Кыргызстана постоянно принимают участие в туристических ярмарках. Вот скоро у нас в октябре состоится очередное Ташкентская международная туристическая ярмарка, куда мы пригласили ряд туристических компаний и представителей средств массовой информации, чтобы они подготовили хороший ролик, заключили взаимовыгодные контракты. И наши представители туристических компаний тоже принимают участие в тех мероприятиях, которые проходят на территории Кыргызстана. Я могу сказать, это международное туристическое открытие сезона, которое прошло в мае этого года на берегу Иссык-Куля. И сейчас для того, чтобы еще раз продвигать, мы в этом году открыли дополнительный рейс Ташкент-Тамчи, для того, чтобы жители Узбекистана могли возможность отдыхать, поправить свое здоровье на берегу озера Иссык-Куль. Но этот рейс способствовал не только приезду узбекистанцев на озеро Иссык-Куль и уехать, но этот рейс способствовал тому, что и иссык-кульцы, и другие иностранцы могли воспользоваться этим рейсом для того, чтобы попасть в Ташкент и в другие города Узбекистана и, соответственно, стыковку сделать в Ташкенте. И продолжение этого, туристической темы, я хотел сказать, что между нашими странами сейчас прорабатывается межведомственный документ между туристическими ведомствами Министерства культуры, информации и туризма и Государственный комитет по развитию туризма, который тоже будет способствовать более углубленному сотрудничеству между туристическими ведомствами и создать комфортные условия для наших граждан, для того, чтобы увидеть Узбекистан. У нас сейчас очень много делается для развития туристической отрасли, принято ряд государственных программ, продвигается бренд Самарканд отдельно, продвигается отдельно Бухара, Хива, очень большие преференции. Мы приглашаем и инвесторов из Кыргызстана, и частных, и общественных, чтобы они могли выкупать гостиницы, кемпинги, там еще какие-то другие инфраструктуры, для того, чтобы развивать совместный бизнес и создавать условия и для граждан Кыргызстана, и для иностранцев, и для граждан Узбекистана, потому что это взаимовыгодный бизнес считается. Конечно. Вот. Ну да, лишний раз, друзья, когда вы будете думать, куда же поехать и рассматривать какие-то направления дальнего зарубежья, возьмите на заметку эту информацию, и, быть может, если вы действительно никогда не были в Бухаре, или в Ташкенте, или в Самарканде, то это будет отличный вариант путешествия, которое подарит, я уверена, вам массу впечатлений. Господин посол, давайте вернемся к теме Дней культуры. Да? Что запланировано в рамках этой программы? Может быть, мы пройдемся по каким-то мероприятиям, чтобы заинтересовать наших телезрителей? В общих чертах я хотел бы сказать, приезжает большая делегация, культурная делегация Республики Узбекистан. В программе это демонстрация будет картин искусства, картинного искусства. Затем будут показаны несколько художественных фильмов в рамках Дней культуры. И, соответственно, будет сама большая программа в здании Национальной государственной филармонии имени Сатылганова. И затем
значит, представители вот нашей делегации поедут также в город Ош, и там же вот эта программа будет тоже там же продолжена. Значит, по программе предлагается провести 2 дня. Соответственно, это будет 5-го они приезжают, 6-го, значит, демонстрация в Бишкеке, а 7 числа, 7-8, значит, будет в городе Ош. Таким образом, вот 4 дня это будет хороший культурный диалог и возможность для того, чтобы артисты, деятели искусства, культуры между собой пообщались, но и показали культуру Узбекистана разнообразную. Она не только национальный колорит, она и симфоническую, и хореографическую, и сценическую, и драматическую, и разных, значит, аспектах показать нашим друзьям, братьям, кыргызстанцам. И, соответственно, мы будем тоже ждать с таким же большим трепетом ответного визита кыргызстанцев в Узбекистан в следующем году. Господин посол, мы знаем, что нашему телеканалу НТС, выпала большая честь в рамках, опять же, Дней культуры посотрудничать с вами, и мы будем транслировать определенный контент, да, связанный с культурой Узбекистана. Расскажите немного подробнее об этом. Ну, во-первых, мы хотим... У Кыргызстана, у Узбекистана очень богатая историческая культура. Современная культура. За годы независимости у нас очень весомые шаги в экономике, в культуре, в общественной жизни. И это все признается во всем мире. Соответственно, культура тоже не сидит на своем месте, и они тоже развиваются, они снимают хорошие фильмы. И мы хотели бы сейчас, вот недавно наш президент, когда во время визита, он, значит, продемонстрировал и высоко оценил заслуги всемирно известного писателя, и как дорогого как для вас, не только для вас, и для нас, писателя Чингиза Айтматова. И он подарил книгу 20, значит, перевода на узбекский язык 27 произведений Чингиза Айтматова на узбекском языке. Соответственно, мы хотим, чтобы между писателями, между поэтами был вот такой культурный диалог, для того, чтобы они могли приезжать к нам, мы ездили сюда, приезжали сюда, для того, чтобы отмечать хорошие праздники. В следующем году у нас отмечается, в Узбекистане будет широко отмечаться 90-летие со дня рождения Чингиза Айтматова. Вот. Это тоже у нас в нашей культурной программе это занимает достойное место. И будет, соответственно, и его книги вот сейчас переиздаются, будут конференции научные, и фильмы, которые есть, значит, они на узбекском языке, с удовольствием мы смотрим, и поучительные эти, значит, фильмы, и не только фильмы, но и книги. И, значит, вот сейчас... Мы хотим, чтобы не только НТС и наша телекомпания, они заключили, ну, какую-то договоренность для того, чтобы обмениваться культурными программами. Это здорово. Вот. Культурными программами для того, чтобы здесь жители Кыргызстана узнавали больше, значит, о жизни узбекистанцев, а мы тоже узнавали больше о жизни кыргызстанцев. И это тоже будет народная дипломатия. И с другой стороны, дипломатия, ну, как бы мы сказали, электронная или информационная, для того, чтобы наше население получало достоверную информацию. Информацию не только культурного разнообразного характера, для того, чтобы удовлетворить свои запросы в плане того, что, ну, во-первых, добрососедские отношения из чего складываются? Складываются из того, что мы друг к другу ездим очень свободно, показываем свое гостеприимство, делимся опытом, культурой. И таким образом мы друг друга взаимодополняем.
Да, это очень важно, и огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Действительно, такое даже не просто потепление в наших отношениях, а такой вот даже жар в хорошем смысле этого слова. Друзья, если вы заинтересовались, а вы должны были заинтересоваться нашей беседой сейчас, обязательно отправьтесь и посетите, может быть, одно, а может быть, сразу все мероприятия, о которых говорил только что господин посол, потому как дни узбекской культуры здесь вот уже грядут, и есть об этом информация во всех источниках и во всех средствах массовой информации. Ну и, разумеется, следите за эфирами телеканала НТС, потому как уже было отмечено нашим гостем, господин посол сказал, что, конечно, и в том числе киноленты, и различные видео будут и на нашем канале в том числе. Спасибо огромное, что нашли Спасибо. время этим утром и пришли Спасибо. к нам. Всего доброго и отличного вам дня. Да, спасибо. Я хочу пожелать творческих успехов вашему коллективу. Спасибо. Спасибо.